Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники проекта «Эффективная школа». Мы сегодня собрались для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с организацией входного мониторинга внешних и внутренних условий школы и летней дистанционной школы. Уважаемые коллеги, свои вопросы по ходу нашего вебинара вы можете писать в чате, и мы на них обязательно ответим. Но прежде чем мы перейдем к теме нашего сегодняшнего вебинара, вернемся к этапам нашего проекта. Помните, на нашей с вами информационной сессии мы эти этапы рассматривали. Да? Вот на сегодняшний день несколько этапов мы уже выделили зелененьким цветом. Да? Это те этапы, которые у нас уже прошли. Информационные сессии мы с вами осуществляем в течение уже нескольких месяцев. Да? В апреле, в мае вы начали проходить диагностику профессиональных затруднений и потребностей. Пожалуйста, те образовательные организации, которые еще этого не сделали, подключитесь. Буклеты с инструкцией были розданы всем участникам международного методического семинара «Эффективный учитель для эффективной школы». Если есть какие-то сложности с подключением, с регистрацией на сайте, где проходит диагностика профессиональных затруднений и потребностей педагогов, можете к нам обращаться, мы эти вопросы разрешим. Ну, конечно же, очень большое внимание было уделено нами проведению международного методического семинара «Эффективный учитель для эффективной школы». Любовь Ивановна, несколько слов скажете о том, что прошло? Сколько было у нас участников? Было, если говорить о самих участниках проекта «Эффективной школы», то практически все муниципалитеты у нас были подключены, но за исключением некоторых, которые не смогли буквально по погодным условиям до нас добраться. Всего вместе со спикерами, со всеми у нас было более 200 участников, а подключений онлайн, которые смотрели наши трансляции, мы посмотрели где-то более 1000 подключений было. Поэтому мы считаем, что работа была достаточно большая проведена, она была такая масштабная, большая, и мы надеемся, что она была для вас полезной. У нас было много различных мероприятий и для руководителей образовательных организаций, прошли проектные сессии с нашими федеральными экспертами. И также было много мероприятий непосредственно для школ-участников проекта. Школы-лидеры поделились своим опытом организации сетевого взаимодействия со школами-участниками проекта. Я думаю, это мероприятие тоже было очень полезным, да, которое в рамках методического коворкинга у нас прошло. Да. Сегодня мы говорим о том, что начинается запись на курсы повышения квалификации, курсы в рамках летней дистанционной школы, более подробно о них мы скажем, да? Также у нас в мае прошла уже проектная сессия по формированию программ перевода школ в эффективный режим функционирования в рамках международного методического семинара. Погружение прошло на открытой лекции, которую провела Надежда Викторовна Бысик, и также на проектной сессии, которую проводила Надежда Викторовна и Инна Васильевна Иванова. И также прошла проектная сессия по профессиональной коллаборации школ-лидеров и школ-участников проекта. Все это было в рамках международного методического семинара. И сегодня мы говорим также о летней школе для молодых педагогов, которая, напоминаем, да, состоится 25-27 июня. Любовь Ивановна, у нас уже программа готова. Практически готова. Да, буквально сегодня мы ее на сайте на нашем разместим. И письмо вы уже в большинстве своем получили, надеюсь. Если кто-то не получил, пожалуйста, свяжитесь с нами, сообщите об этом, что вы не получили такое письмо. В любом случае, оно будет сейчас размещено на сайте. Вот сегодня до вечера в любом случае оно появится, не переживайте, следите за нашими новостями. И ждем ваших молодых педагогов. Напоминаем, что для участников проекта «Эффективная школа» участие в этом мероприятии бесплатно. Кроме того, организационный взнос мы также берем на себя. Ваша задача доставить их до места проведения летней школы, а вся остальная работа будет проведена уже нами. Спасибо, Любовь Ивановна. Итак, сегодня мы говорим о том, что необходимо 4 основных мероприятия нам осуществить. Это курсы повышения квалификации в рамках летней дистанционной школы, это летняя школа для молодых педагогов, это мониторинг качества образования внешних и внутренних условий функционирования школ, и это создание, активизация муниципальных и школьных методических объединений. То есть это первоочередные задачи, которые перед нами стоят буквально сегодня.
Напоминаем о тех задачах, которые были обозначены на первое полугодие. Да. Также вот зелененьким отмечено то, что мы с вами уже выполнили. Заполнение личного кабинета участника проекта оно осуществляется на платформе «Мобильный методист». Уважаемые коллеги, если у вас нет прав доступа для того, чтобы разместить на платформе «Мобильный методист» визитную карточку своей школы, вы, пожалуйста, к нам тоже обратитесь. Мы передадим администратору сайта, чтобы он вам эти права доступа открыл, для того, чтобы вы смогли загрузить визитную карточку своей образовательной организации. И вот 3 основных момента – это принять участие в диагностике профессиональных дефицитов. Кто этого еще не сделал, пожалуйста, осуществляем эту работу. Это очень важно для того, чтобы осознать качество преподавания в своей образовательной организации. И регистрация на курсы повышения квалификации, а также заключение партнерских договоров между школами-лидерами и школами-участниками проекта, что является одним из важнейших условий участия школьной команды в грантовом конкурсе. Этому вопросу будет посвящен вебинар, который мы будем проводить 10 июня 2019 года. То есть буквально в понедельник мы снова ждем вас на вебинар. Итак, перейдем непосредственно к нашему содержанию сегодняшнего вебинара. Коллектив вашей школы, конечно же, принял решение внедрить модель эффективной школы и составить программу перехода в эффективный режим функционирования. Да, об этом вы должны были сообщить коллективу на педагогическом совете и принять такое решение. А с чего же нам необходимо начать составление вот этой программы перехода в эффективный режим? Конечно же, первым шагом будет сбор и анализ данных о текущей ситуации. И в этом вопросе мы вам помогаем тем, что мы разработали и в автоматизированной форме представили 3 анкеты, которые позволят вам осуществить вот этот сбор данных и их проанализировать. Первая анкета – это анкета условия работы школы. Ссылочка представлена на сайте. Кроме того, в письме, которое было направлено в каждую школу, все эти ссылки обозначены, и многие уже начали эти анкеты заполнять. В анкете представлены 4 основных раздела. Это общая информация о школе, это внешняя среда школы, это внутренняя среда школы и это раздел управления развитием школы. Все анкеты настроены таким образом, что если вы зарегистрированы в качестве пользователя электронной почты Google, Gmail.com у вас адрес, то вы получаете автоматически эту анкету, заполненную анкету на свой электронный адрес. И вы можете увидеть те варианты ответов, которые вы выбрали. Если же у вас электронный адрес с Яндекса или с Майла, то здесь вы не получите объективную информацию. В искаженном виде анкета будет вам направлена. Очень важно грамотно заполнить все разделы этой анкеты. Мы посмотрели, уже некоторые образовательные организации заполняли, и не всегда корректная информация вносится. Особое внимание обратите на формулировку вопросов. Если там написано «доля учащихся», то здесь должны быть указаны проценты от 100%. Где написан в вопросе количество, значит здесь абсолютное количество идет у нас. Пожалуйста, на это внимание обратите. Кроме того, очень важным моментом при анализе работы школы является внутришкольная углубленная диагностика качества основных процессов. Также мы ее проводим перед началом разработки программы перехода школы в эффективный режим функционирования. И, конечно, это прежде всего самодиагностика. То есть вы определяете благополучные зоны, проблемные зоны в жизни собственной школы, поскольку это является первым шагом к изменениям. В ходе самооценки вы можете использовать различные методы, в том числе интервью, анкетные опросы. Можете использовать и другие методы и формы сбора информации о деятельности школы от сотрудников, от участников образовательного процесса. А также в помощь вам мы разработали анкету, которая отражает основные показатели состояния школы или качества школьных процессов. Они разделены на составляющие элементы, и при анализе необходимо оценить уровень каждого показателя по условной шкале. Единица – это минимальный, то есть неудовлетворительно, явные слабые стороны. Уровень 2 – это значит выражен слабый этот показатель.
Третий уровень адекватно, то есть сильные стороны несколько перевешивают слабые стороны. Четвертый уровень хорошо, когда сильные стороны в важных областях работы при наличии аспектов, требующих улучшения, проявляются. Пятый уровень очень хорошо, явные сильные стороны наблюдаются. И шестой уровень отлично, то есть отличное достижение во всех аспектах выделенного показателя. Каждый показатель вы должны оценить вот по этим 6 уровням. Анкета находится по данной ссылке, называется «Внутришкольный входной мониторинг» и включает следующие разделы. Это содержание образования, успеваемость, обучение и преподавание, мониторинг достижений и помощь учащимся, моральные установки и климат, ресурсная обеспеченность и привлечение дополнительных ресурсов, управление, руководство и обеспечение качества. Также уже мы видим, что коллеги приступили к заполнению данной анкеты. Также, если вы включаете адрес гугловский, да, gmail.com, то анкета вам приходит на вашу электронную почту, ваша заполненная вами анкета. Результаты у нас будут отражаться в такой сводке. И уже сегодня мы видим, что по некоторым моментам в основном отмечаются 6, 5, 4 уровни. Да, вот, например, по формированию структуры учебного плана большинство респондентов отмечают уровень 4, да, то есть достаточно неплохо все обстоит в этих вопросах. Например, вот общее качество успеваемости, здесь мы видим, да, есть у нас в основном 3 уровень, но также встречается и уровень 2, да, то есть не все хорошо у нас в этом вопросе. И достаточно большой разброс вариантов у нас, например, вот по показателю наставничества в рамках учебного плана в отношении выбора профессии. Да? То есть в каких-то образовательных организациях работа ведется на достаточно хорошем уровне, а где-то эта работа пока еще западает. Третья анкета позволяет нам осуществить мониторинг качества преподавания и организацию учебного процесса. Представлена ссылка, и здесь нужно проанализировать работу педагогического коллектива школы по следующим разделам. Это планирование обучения, это процесс обучения, это навыки усвоения материала и мотивация, удовлетворение нужд учащихся, оценка работы как часть процесса обучения, отчеты о том, как учится учащийся, взаимодействие с родителями, отслеживание прогресса и достижений, помощь в учебном процессе, ожидаемые результаты и создание условий для их достижения. Очень важная анкета, поскольку преподавание и обучение – это центральные пункты, в которых должны произойти изменения, чтобы улучшились результаты учащихся. А рамка наблюдений и оценки качества преподавания, которую мы вам предложили в этой анкете, она ориентирована на ключевые профессиональные умения учителя, которые доступны для анализа на уроке. То есть на основе этой анкеты вы можете создать карту для наблюдения за деятельностью конкретного учителя на уроках. И вот эта рамка мониторинга и оценки опирается на модель эффективного преподавания. А здесь 4 уровня, да, по которым идет оценка. Не наблюдается, это 0 баллов, да, неудовлетворительно, нуждается в улучшении, либо хорошо. Также уже некоторые образовательные организации начали анкету заполнять. И вот мы видим достаточно тоже большое разнообразие в ответах. Хорошо, это у нас зелененький цвет. Не наблюдается самый низкий уровень, это синий цвет. Пока вот по тем ответам, которые были представлены на тот момент, когда мы готовили презентацию, самым таким сложным вопросом оказался вопрос по применению методов составления планов совместно с коллегами. Очень хороший метод совместного составления планов был представлен в рамках международного методического семинара. Надежда Викторовна Бысик рассказывала нам о методе Lesson Study. Если у вас есть необходимость получить большую информацию об этом методе, вы можете нам в чате обозначить, мы проведем соответствующий вебинар, да, где расскажем об этой технологии более подробно. Достаточно хорошо представлен ответ на вопрос по тому, насколько учитываются мнения родителей и их запросы относительно успеваемости и прогресса ребенка. Да? Большинство образовательных организаций отмечает, что школа активно откликается на эти запросы и мнения.
и рассматриваются они своевременно и тщательно. Итак, после того, как вы заполните все эти анкеты, себе вы можете сохранить вариант. Если вдруг не получилось у вас свой вариант получить, да, вы можете обратиться к нам. В наших сводных таблицах мы можем вытащить ту информацию, которую вы отметили в своих анкетах, и вам ее предоставить для вашей активной работы, для того, чтобы на основе полученных результатов выявить свои сильные и слабые стороны и уже приступить к составлению, к формированию программы перехода школы в эффективный режим функционирования. Уважаемые коллеги, по этому вопросу у нас пока вся информация. Если у вас есть еще какие-то вопросы, можете в чате их обозначить. Александр Михайлович, есть ли у нас вопросы в чате? Вопросов пока нет, но будем надеяться, что все понятно. Да? Если вдруг какие-то вопросы будут появляться, вы, конечно, в любой момент можете обращаться к нам, можете ко мне обращаться на электронную почту, к Любовь Ивановне, можете позвонить по нашим телефонам, и, конечно же, мы вам ответим. Анкету нужно будет заполнить до 20 июня, чтобы мы могли подвести итоги, и в конце июня мы должны будем уже направлять отчет по нашей с вами совместной деятельности по реализации проекта «Эффективная школа» на территории Республики Коми. На платформе «Мобильный методист» у нас уже обновлены все списки команд школьных, да, муниципальные команды. Поэтому, пожалуйста, коллеги, зайдите, заполните информацию о своей школе, визитную карточку, можете видео обращение какое-то записать. Постараемся к концу сегодняшнего дня, в крайнем случае в понедельник, мы вывесим информацию о координаторах. Мы вам обещали эту информацию разместить. Она появится в сводной таблице, где будут обозначены все координаторы и от управления образования, и от школ участников проекта, от школ лидеров, а также от нас, как организаторов, то есть представителей Коми Республиканского института развития образования по каждому муниципалитету. Обращаем внимание, что пока еще, к сожалению, не все образовательные организации, не все управления образования предоставили нам информацию о координаторах. Уважаемые коллеги, проверьте, пожалуйста, сделали вы это или нет. Если не сделали, то мы ждем эту информацию от вас. Также хочу обратить внимание, что на платформе «Мобильный методист» некоторые участники проекта уже начали выкладывать информацию методического характера. Мы просим эту информацию выкладывать на страничках команд. Да? То есть вот вы заходите во вкладочку «Команды» и там размещаете ту информацию, которая необходима для образовательных организаций вашего муниципалитета, для вашей школьной команды. Да? Не в раздел «Документы», не в раздел «Методические рекомендации». Там информацию размещаем мы, как операторы проекта, а именно в раздел «Команды». Да? Любые участники, зарегистрированные на платформе «Мобильный методист», они будут иметь доступ также и к этим вашим материалам. А нас с вами ожидает летняя дистанционная школа. Мы уже подготовили информацию о всех курсах, которые будут в летнюю дистанционную школу включены. Это у нас 15 курсов, даже 16 курсов. Сегодня вот я еще один курс добавила. Будут включены у нас сюда курсы повышения квалификации и открытые онлайн-курсы. С 20 июня по 30 августа летняя школа будет работать, но, уважаемые коллеги, обращаем внимание, что регистрация на летнюю школу заканчивается 20 июня. То есть все, кто будет зарегистрирован после 20 июня, с вами в случае трудности регистрации общаться будет уже некому, да, поскольку наш методист выйдет в отпуск. Обучение вы можете проходить в любой день с 20 июня по 30 августа. И с 31 августа мы заходим, смотрим, подводим итоги, кто у нас поработал, и, соответственно, именно они будут включены в итоговый приказ, и только эти коллеги получат удостоверение повышения квалификации установленного образца. Итак, летняя дистанционная школа включает у нас 7 курсов повышения квалификации, 7 программ. Больше должно быть.
Это программа «Эффективное управление качеством образования общеобразовательной организации». Это программа психолого-педагогических технологий адресной работы с учащимися школ с низкими результатами обучения учащимися школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Это программа по профилактике асоциального и зависимого поведения. Это программа по проектированию воспитательной системы школы, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях. По организации работы по выявлению и преодолению профессиональных дефицитов педагогических работников общеобразовательных организаций, программа по формированию культуры речи педагога, по внеурочной деятельности по русскому языку и еще 2 программы, по-моему, на наш слайд сюда, к сожалению, не попали по какой-то технической причине. 11 программ дистанционных курсов. Это курсы повышения квалификации. Заявку мы ждем до 10 июня на адрес Любовь Ивановны. Пожалуйста, заявку направляйте. Многие организации уже это сделали, мы уже ваши заявки получили. Желательно в заявку включать не более 5 человек. Если у вас есть острая необходимость, то, конечно, можно включить и больше, не больше 10 человек, конечно же, в рамках разумного. Но мы будем уже сами перераспределять, если вдруг у нас на какую-то программу будет большое количество желающих. И большая просьба присылать заявочки в 2 вариантах. То есть вы сканируете копию, она должна быть с подписью, и в варианте текстовым Word, для того, чтобы нам было удобнее работать с текстом, не перепечатывать потом, а просто скопировать информацию. Да, для формирования наших приказов, чтобы вордовский документ у вас был, чтобы мы могли это оперативно сделать. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы по подаче заявок? Если вопросы есть в чате, можете писать. И также летняя дистанционная школа включает у нас 5 программ открытых онлайн-курсов. На курсы можно записываться в любое время, проходить обучение можно в любое время. По итогам прохождения итоговой аттестации вы получаете автоматический электронный сертификат. То есть здесь вы можете проучить весь свой педагогический коллектив на этих курсах. Новые курсы у нас появились, это родительская академия, здесь представлен курс, можете к своих родителей, кстати, тоже к нему подключить. И новый курс в основном для руководителей, для кадровых служб, это применение профессиональных стандартов при формировании кадровой политики работодателя. Также рекомендуем по этим курсам обучение пройти. Регистрация на курсы осуществляется непосредственно на платформе «Мобильный методист». Чуть позже мы покажем, как это можно будет сделать. И нужно будет там загрузить определенные документы для того, чтобы вас на курсы могли записать. Кроме того, хотим напомнить, что в сентябре и в октябре у нас будут проходить курсы повышения квалификации в очном формате в рамках проекта «Адресная методическая поддержка школ в достижении предметных результатов по учебным предметам». Этот проект разработан с целью устранения профессиональных дефицитов учителей школ с низкими результатами прохождения контрольно-оценочных процедур и совершенствования профессиональной педагогических компетенций всех педагогических работников общеобразовательных организаций. В рамках проекта мы разработали 27 модулей по различным учебным предметам. Апробированы практически все модули в 2017-2018 годах. Вот увидите статистику по прохождению этих модулей. Хочется отметить, что в качестве преподавателей выступают председатели экспертных комиссий ЕГЭ и ОГЭ, ведущие эксперты, преподаватели вузов, представители Министерства образования, науки и молодежной политики, а также педагоги практики, то есть те педагоги, которые добиваются высоких результатов. Поэтому рекомендуем также принять участие в этой программе. Модули программ здесь различные представлены. По русскому языку это 3 модуля: достижение предметных результатов, трудные аспекты русского языка, типичные ошибки, методика и профилактики, организация системной подготовки обучающихся к успешному написанию сочинения, способы формирования оценки грамотности чтения и письменной речи школьников. По литературе это организация системной подготовки обучающихся к успешному написанию сочинения и методы и технологии создания связанного письменного текста на основе анализа литературного произведения. По другим предметам: математика, физика, химия, биология, история, обществознание, информатика, то есть по темам, по которым сдаются ОГЭ и ЕГЭ, у нас следующие модули предложены. Это достижение предметных результатов по предмету, типичные ошибки, методика их профилактики, это трудные аспекты конкретного предмета,
Это организация системной подготовки обучающихся к выполнению заданий с развернутым ответом по тем предметам, где такие задания включены в итоговую аттестацию. И это технологии и методы решения задач повышенной сложности, также по тем предметам, да, где подобные задания предусмотрены, ну, например, по математике. Очень рекомендуем принять участие в этой программе, потому что статистика показывает, что именно те образовательные организации, участники проекта, которые направили своих учителей на эти модули, они продемонстрировали достаточно хорошую положительную динамику при сравнении результатов предыдущего учебного года и текущего учебного года. В прошлом году мы эти модули реализовывали на платной основе, но в этом году для участников проекта «Эффективная школа» эти модули будут также бесплатными. То есть все мероприятия в рамках повышения квалификации и летняя дистанционная школа, и программы адресной методической поддержки для участников проекта будут бесплатными. То есть мы здесь говорим об участниках проекта, обо всех. И о школах-лидерах, и о школах-участниках. К нам также поступал вопрос по поводу возможности участия в летней дистанционной школе представителей управлений образования. Обращаем внимание, что для управления образования мы даем такую возможность участия в летней дистанционной школе бесплатно в том случае, если это координатор от управления образования, да, и вы в своих заявках направили именно этого человека. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы по участию в программах летней дистанционной школы, программах повышения квалификации? В чате можете их задать. Вопросов нет. Тогда обращаем ваше внимание, что 10 июня в 15 часов у нас состоятся 2 вебинара подряд, они пойдут. Мы расскажем о организации сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов обучения и о заключении партнерских договоров. И также второй вебинар будет посвящен вопросам проведения грантового конкурса для школ-участников проекта и школ-лидеров. Уважаемые коллеги, ждем вас на эти мероприятия. Мы понимаем, конечно, что у вас сейчас большая загруженность в связи с итоговой государственной аттестацией, но тем не менее, если вы сможете найти время, либо хотя бы просмотреть наши вебинары в записи, то это будет для вас большим подспорьем в вашей работе по совершенствованию качества образования вашей образовательной организации. Уважаемые коллеги, есть ли у вас вопросы? Любовь Ивановна. Если, коллеги, у вас нет вопросов, тогда мы будем завершать нашу информационную сессию, наш сегодняшний вебинар. И до встречи с вами 10 июня в понедельник, напоминаю, в 15:00. Да, ждем ваших ответов на анкеты. Регистрируемся в летней дистанционной школе. Сейчас мы еще продемонстрируем, где и как это надо будет сделать. Мы заходим через сайт Института развития образования, раздел «Проекты», проект «Эффективная школа», «Мобильный методист». На платформе «Мобильный методист» на главной странице у нас уже тоже выходят записи курсов, но чтобы увидеть все курсы, можно зайти через соответствующую вкладочку, вкладочка «Курсы». И здесь представлен перечень всех программ, да, и краткое их описание. Открытые курсы вы видите, которые открытые, да, и те, на которые у нас формируются заявки сейчас, до 10 числа, которые мы собираем, напоминаю, да, ждем от вас заявки. Так, ну вот, например, курс «Профилактика социального и зависимого поведения», можно более подробную информацию почитать. Так, и по ссылочке зайти на регистрацию на курс. Мы переходим на наш сайт программ повышения квалификации. Здесь вы заполняете свою фамилию, имя, отчество, необходимые данные. То есть это уже индивидуальная регистрация на курс после того, как мы подтверждаем вашу заявку. Далее там пойдет страничка с прикреплением ваших документов. Это будет заявление. Это будет копия документа об образовании, и если у вас фамилия
нынешняя отличается от той фамилии, которая в документе об образовании обозначена, это какой-то подтверждающий документ, например, свидетельство о браке. И далее все заявочки попадают нашему методисту. Это Елена Петровна Маркова, кафедра дошкольного дополнительного специального инклюзивного образования. Она будет курировать наши группы. После того, как группы будут сформированы, мы еще раз вас проинформируем о том, кто будет вести ваши группы, кому вы можете обращаться при возникновении каких-то трудностей при прохождении курсов. Эта информация будет доведена до вас дополнительно. Мы включили в программу летней дистанционной школы курсы, которые были разработаны непосредственно в рамках проекта «Эффективная школа». И также мы включили 5 программ, которые были разработаны в рамках проекта «Открытое электронное обучение» преподавателей русского языка и иных учебных предметов, ведущих преподавание на русском языке в российских и иностранных школах. Мы разрабатывали их специально для наших коллег. Вы можете пройти обучение также и на этих курсах. Все они в нашу дистанционную школу входят. Кроме того, уважаемые коллеги, хотим вам напомнить о том, что на сайте баннер «Эффективный учитель для эффективной школы» здесь выложены материалы международного методического семинара, который у нас прошел в мае. Можно посмотреть видеозаписи выступлений. И также выложены некоторые презентации наших ведущих экспертов, федеральных и международных экспертов. Те коллеги, которые дали нам согласие на размещение этой информации, мы разместили. Уважаемые коллеги, если вопросов нет, то теперь уже точно мы завершаем наш информационный вебинар. Пожалуйста, ждем ваших вопросов, ждем ваших откликов. Регистрируйтесь на летнюю дистанционную школу, заполняйте анкеты работы школы. Спасибо всем. До свидания. До свидания.